Крыму было очень много народов. Этногенез крымско-татарского народа – это конгломерат всех народов. Потому что в те времена вот этих этнических чисток, как их не было, проходило время, они там приспосабливались к жизни, свой язык, традиции меняли. Тут район, Судакский район, где наш род оттуда происходит, там в основном жили генуэзцы. После подписания Кучук-Кайнаджарского мирного договора в 1571 году Россия оговорила для себя покровительство над христианами в Крымском ханстве. Но Россия вот это вот покровительство использовала по-своему, по-русски. Она начала депортировать христиан внутренней губернии Российской Федерации, Российской империи, преимущественно в район Мариуполя. Вот в то время как раз произошло очень большой массовый переход христиан в ислам, только чтобы не подвергаться депортации. В селе Айсерес, где наш род, там тоже были христиане, мусульмане. Но вот когда шло вот это вот переселение, а тогда же не было этих паспортов, они смотрели, кто куда ходит. Если ходит в церковь, возле церкви стояли там казаки, эти русские солдаты, их хватали, повозки и возили. И тогда многие пошли в мечеть. Вот со временем они стали мусульманами. Вот у нас в селе, в Айсересе, до депортации было два кладбища. Одно мусульманское, действующее, а другое закрытое. Там никаких захоронений не было. И наши деды говорили, что вот здесь вот захоронены наши предки, которые еще не были мусульманами. Ну, сейчас там ни того, ни другого кладбища нет. После депортации 1944 года все следы пребывания крымских татар они искоренили, все разрушили, село еще стало называться Междуречье. Вообще Айсерес, она в переводе с древнегреческого «святой Сергий». Но когда шло переименование всех населенных пунктов, они, видимо, его сочли, что крымско-татарское название имеет, и поэтому его Междуречье переименовали. Ну, моих родителей вообще-то раскулачили в 30-х годах. Их сослали в Молотовской области, да, была такая. Они оттуда убежали, вернулись обратно. Сначала в Мелитополь они приехали, а потом проникли в Крым. Но в свое село Айсерес они не стали возвращаться. Они там в степной части Крыма был такой Фрайдеровский район. Потом его переименовали в Новосельский, сельский совет, что такое. Там такое село Боской было. Маленькое село, Бос. Но сейчас, говорят, там где-то около 100 семей есть, там в том числе есть и крымские татары. Ну, они так и называют его Боской. Хотя в моих документах значится, что я родился в селе Айсерес. На самом деле я родился вот в степной части Крыма, в селе Боской. Дом моего отца, он сохранился. В одно время там какой-то, ну, поскольку по тем временам это считался довольно такой большой, хороший дом. Сейчас он выглядит совсем таким уж большим. Там делали одно время клуб какой-то, потом передали переселенцу. И я приезжал туда, смотрел, но потом хотел у него выкупить этот дом. А он сразу, хозяин, почувствовал, с кем имеет дело, и заломил такую цену. Но, тем не менее, после долгих, что, по-моему, на $50 000. Но для сельского места это огромная цена еще по тем временам. Все-таки этот дом выкупили, передали фонду Крым. Мы там планировали еще рядом еще одну какую-то там землю выкупить и сделать так местом отдыха для ветеранов национального движения. Все такое. Ну, вот нагрянула оккупация, и теперь оккупанты наложили арест на все имущество фонда Крым.